А перед началом этого ролика небольшая просьба к нашим зрителям подписаться на канал, поставить лайк. Ваша поддержка очень сильно помогает каналу развиваться и дает нам мотивацию каждый день выпускать ролики для вас с ответами на посягательство на нашу историю. Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно в образовательных и познавательных целях. Берегите себя. Недавно на своем YouTube-канале «Сказочный Леймро» начал вновь зачитывать сказки и предания с книг авторов, которых он неоднократно уже зачитывал и показывал своим зрителям. Ссылаясь на бирже в книге «Чечня и чеченцы», на странице 139 он зачитывает чеченские предания, но пропускает немаловажный факт, что эти рассказы весьма различны и носят в себе сказочный характер, как пишет и отмечает сам автор. Наша сказочная купчиха игнорирует некоторые моменты, специально не зачитывает их, а ведь покажи он это своим подписчикам, все сразу встанет на свои места. Рассказы об этом предмете весьма различны и большей частью носят сказочный характер. Конец цитаты. Раз уж Леймро взялся за легенды и предания народов, то мы считаем, будет правильнее, если и мы в свою очередь покажем предания ингушского народа. Итак, поехали. Сказки и легенды ингушей и чеченцев, пишет Ингуш Мальсагов. Эги был княжеского происхождения и прибыл из Армении. В местечке Кекали жили ингуши, у Эги было много овец и коров. Местным жителям он сказал: «Я отдам вам половину своих овец, если вы дадите мне на 3 года землю пасти оставшуюся половину овец и коров». Взяли с него ингуши плату и дали землю. Прошло 3 года, под разными предлогами и различными подачками Эги продлевал срок. За это время у Эги выросли сыновья. Одни из них осели в Эгикале, другие в Хамхе и Таргиме. Наконец ингуши сказали Эги: «Хватит, уходи отсюда». Эги в свою очередь никуда не ушел. Так и образовался народ Галгай от армянского князя. Стоит отметить, что сегодня самыми лучшими из ингушей из Динах считаются потомки 3 сыновей армянина Эги: Игикал, Хамхе и Таргим.